Қазір ашып қойшы. Көрініп тұр ма? Естіліп тұр ма мені? Естіліп тұрсыз, көріп тұрмыз сізді. Иә. Жомарт мырза, ассалаумағалейкум. Өзіңізбен қайта кездесе беріп танысты болып қалдық қой. Менің айтпақ, Жомарт мырза, біз өткенде Астанаға барғанда репортаж түсірбек, бір көшенің бойында соншама қоқыс жатыр да, ол бір шағын қалалардың бір жылдық мусор жиналып жатыр. Астананың өзі сондай былыққа батып жатқан кезде бүкіл Қазақстанға жар салып тәртіп болайық деген ұят емес пе? Бақытжан мырза, алейкум салам. Расында да көп кездесіп жүрміз, бір-бірімізді жақсы танимыз. Сұрағыңыз өте маңызды. Былай айтқанда, мына қоқыс жинау, енді айып етпеңіз, арасында орыс тіліне көшіп кетсем, вопросы решения твердобытовых отходов и вообще весь процесс регулирования, он находится в видении местных исполнительных органов. В частности, енді Астана туралы айтып отырсаңыз, енді на Астана қаланың әкімшілігінде весь процесс уборки, организации вывоза, переработки, транспортировки, захоронения, это находится в видении компетенции местного исполнительного органа. Но это не означает, что Министерство экологии, соответствующие его подразделения, они находятся в стороне и находятся просто в наблюдательном режиме. Как вы знаете, что с начала этого года по поручению главы государства было поручение о том, чтобы решить вопросы, комплексно решить вопросы в страновом формате, связанные с регулированием твердобытовых отходов практически по всей территории Казахстана. И в рамках саккумулированных средств Жасылдаму на сегодняшний день предусматривается порядка 200 миллиардов тенге для решения вопросов твердобытовых отходов. Сізді өзіңіз жақсы білесіз, экология кодексы бойынша есть иерархия отходов, связанных с твердобытовым отходом. То есть это сбор, сортировка, транспортировка, переработка. Вся эта цепочка технологически увязана. Вот про те накопленные финансовые средства, отведенные именно для решения проблем твердобытовых отходов, 200 миллиардов на сегодняшний день, Министерством экологии совместно с акиматами, со всеми акиматами, с АО «Жасылдаму» отобранный пул из 94 проектов. В эти проекты входят закуп специализированной техники, в данном случае мусоровозов, приобретение контейнеров, приобретение и запуск сортировочных линий, запуск и модернизация действующих, вернее, приобретение и запуск новых мощностей по переработке твердых отходов, в том числе и модернизация действующих. На сегодняшний день из пула 94 проектов 52 одобрены инвестиционным штабом, который специально был создан на уровне Министерства экологии и природных ресурсов. Что это означает? В том, что из 94 отобранных предварительно проектов 52 уже прошли первую стадию, и часть из них находится на второй стадии. Что представляет из себя первая и вторая стадия? Первая стадия – это когда местные исполнительные органы совместно с Министерством экологии, совместно с Жасылдаму и Фондом развития промышленности анализируют поступившие заявки на инвестиционные проекты. Есть определенные требования и критерии. В чем заключается финансовая поддержка со стороны Жасылдаму? Это 3% годовых и выдача финансирования на 15 лет. Как вы сами понимаете, 3% годовых, 15-летний срок возврата выданных финансов – это очень комфортные и очень длинные деньги. Это сделано для того, чтобы стимулировать весь тот бизнес-процесс, который занимается сбором, сортировкой, транспортировкой и переработкой твердобытовых отходов. На сегодняшний день уже из этих 54 проектов, которые прошли вторую стадию согласования с инвестштабом, на сегодняшний день уже 4 проекта ожидаем получения прямого финансирования. При этом есть определенные каникулы на фазу строительства этих мощностей. То есть мы активно, наверное, это первый раз со стороны государства выделяются конкретные объемы финансирования, определяются четкие критерии для инвестиций. При этом
одним из небольших условий для инвесторов это является наличие своих возможностей по привлечению своих личных инвестиций. Что это означает? Это означает, что если инвестор готов заняться вопросами регулирования твердобытовых отходов, если он запрашивает определенную сумму для инвестирования, то у него в наличии должно быть не менее 10% своих инвестиций. То есть тем самым мы в процесс вовлекаем и привлечение частных инвестиций и даем государственное финансирование. И я думаю, что процесс жаңа сіз айтқан себебі бойынша Астана қаласында осындай қоғам мына жиналады. Да, вот такие моменты, они действительно есть, они есть не только в Астане, есть и в других регионах. На сегодняшний день в ряде регионов этот процесс он отдан в конкурентную среду, есть определенные трудности с проведением, затягиванием конкурсных процедур, судебными тяжбами, то есть мы это не скрываем. И поэтому вот на уровне и главы государства, и на уровне правительства на решение вопросов твердобытовых отходов было уделено большое внимание. И мы надеемся, что в результате вот таких вот больших и действенных государственного финансирования мы процесс регулирования твердобытовых отходов и объем переработки доведем до нужных параметров, что завтра мы попытаемся максимально снизить ту проблему, которая практически в каждом населенном пункте существует в связи с организацией решения вопроса твердобытовых отходов. Жомарт Шияпұлы, я извиняюсь, да, он орысша айтайыншы мен қазір. Жомарт Шияпұлы, дело не в этом, я вас понял. Смотрите, улица Бесекова, 11 сентября 2024 года. Я снимаю репортаж, там такое огромное количество твердобытовых строительных отходов. Вопрос в этом я. Почему, не получив лицензии у Министерства экологии на полигон, кокс-полигонна, акимат города организовал там свалку? Я вот это вот хочу задать вопрос. Она же прямой вас касается. Бақытжан мырза, бұл мәселе нақты бір жерде болған жағдай ғой, иә? Иә, ал Астана қаласында Бесеков көшесінде. Коксты әлі күнге дейін жатыр, алмапты. Осы сұрағыңызды біздің спикерлері жазып алды. Бір 2-3 күннің ішінде сізге баспасөз қызметкерлері жазбаша жазып берсе, иә, нақтылап. Болды, рахмет. Бақытжан мырза, кешірім сұраймын. Мына қойған сұраққа жаңа енді айтып отыр ғой, біз жауапты жергілікті бүкіл анықталып, сосын сізге ресми түрде жауабын береміз. Екінші сұрағыңыз, Бақытжан мырза. Екінші сұрағым көшейін дегенім, мынау өзіңіз білесіз, біз Сайрам Өгем несі бойынша айтайын деген едім. Сайрам Өгем ұлттық паркінің қызметкерлерінің айлығы 80%-ға түсіп кеткенді, Жомарт мырза. Және айталған ұлттық паркте бір ғана КПП автоматизациядан өткен. Қалғандарының қашан істейсілі, қашан қолма-қол ақша жинау тоқтатылады сол сияқты. Өйткені оның бәрі жаңағы сол КПП-лардың айналасындағы экологиялық катастрофаға әкеліп отыр. Қоқыс барлық жерде толып жатырды, айтып үлгермей жатырмыз. Бақытжан мырза, мен түсіну бойынша Сайранский ОПТ туралы сұрап жатсыз ба? Солардың жұмыскерінің жалағы бойынша. Вы абсолютно правильно говорите, на сегодняшний день у работников ОПТ и лесного хозяйства очень низкая зарплата. Но по информации моих коллег, Бақытжан мырза білесіз ғой, вопросы лесного хозяйства немного не входят не в мою компетенцию, но насколько я погружен в информацию и насколько я подготовился к сегодняшнему брифингу, да, со стороны министерства предпринимаются очень действенные шаги по увеличению заработной платы. К сожалению, после этого трагического случая, когда в семье Уаманы погибли ряд работников лесного хозяйства, были увеличены заработные платы всем практически работникам сельского хозяйства. Я сейчас прям конкретно в денежном выражении, на сколько процентов была увеличена зарплата, к сожалению, ответить не могу, да, но я тоже этот вопрос у себя сейчас отметил. Бақытжан мырза, буквально там 2-3 дня я попрошу своих коллег, кто занимается вопросами лесного хозяйства, да, подготовить расширенный ответ и все меры, которые приняты для того, чтобы поднять уровень заработной платы. Там не только идет речь об уровне заработной платы. Были проведены мероприятия по снабжению, по обеспечению спецодежды, средствами связи, соответствующей специализированной техники. Да, вот в продолжении предыдущего вопроса из средств Жасылдаму, поскольку
возгорания и пожары на лесных массивах, даже в степи, это несет прямую угрозу экологии, загрязнения воздушного бассейна. И из средств Жасылдаму в рамках реализации обеспечения работников лесного хозяйства, соответствующей специализированной техникой, пожарные машины, тоже выделены очень большие средства, которые на сегодняшний день уже выделены, и мы ожидаем уже поступления этой специализированной техники.